прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Укрепить сотрудничество каспийских стран. В качестве консультации у нас, иностранные специалисты, Президент Татарстана принимает участие в экономическом форуме в Туркменистане. Какие планы и задачи ставят руководители регионов, знает Зарина Ахметова. Упорный диалог. Село является хранителем. В Зеленодольском районе прошло очередное совещание по повышению деловой активности селян. Какие методы и механизмы самые действенные сегодня и в перспективе, узнал Рамиль Шайдолин. Хотели как лучше, а получился потоп. После капремонта затопило весь дом, все 3 подъезда. Какие проблемы возникают в Казани при капремонте, увидел Дмитрий Аренин. Такого на мировом WorldSkills еще не было. Может отключиться электричество, может быть пробка, и конкурсанты могут опоздать. Как работает оперативный центр чемпионата и для чего он нужен, знает Сергей Хайдаров. Реализация инвестиционных проектов, сотрудничество в сфере цифровой экономики и создание совместных предприятий. Это лишь часть вопросов, которые обсуждали на первом Каспийском экономическом форуме в Туркменистане. В составе российской делегации с рабочим визитом там находится и Рустам Минниханов. Президент Татарстана побывал на производстве, встретился с коллегами и посетил конференцию. Подробнее о том, какие задачи ставят приморские регионы и как это касается нашей республики. Зарина Ахметова. Этот газохимический комплекс в поселке Киянлы построили в прошлом году. Здесь производят полиэтилен и полипропилен. Завод перерабатывает до 5 миллиардов кубометров природного газа в год. За счет этого выпускают 13 видов полимеров. Сегодня с опытом туркменских коллег познакомился Рустам Минниханов. В качестве консультации у нас, иностранные специалисты, Это уже не первый визит президента Татарстана в Туркмению. Республики связывают тесные торгово-экономические отношения. В этот раз повод особый – первый Каспийский экономический форум. Здесь Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Говорили о развитии экономики и наращивании объемов товарооборота до $1 миллиарда. Создание условий для крупных проектов и инвестиционная привлекательность прикаспийских государств во всех отраслях. Тем для дискуссий много. Особое значение для экономики стран – совместное эффективное использование углеводородного сырья и других природных ресурсов. Смысл такого партнерства, основанный на современных взглядах и критериях, призван заложить прочный фундамент для будущей значительно десятилетия вперед совместно и созидательной работы. Россия намерена ратифицировать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев. Внешнеторговый оборот страны с Каспийским регионом вырос на 3%. У нашего форума особая задача – дополнить многоуровневую систему сотрудничества в рамках Каспийской пятерки эффективным и современным механизмом делового и торгово-экономического взаимодействия. Подкрепить важные политические решения конкретными взаимовыгодными проектами. Сегодня Дмитрий Медведев уже пригласил участников конференции в Астрахань. Именно там планируют провести второй Каспийский экономический форум. Зарина Ахметова, ТНВ, Туркменистан. Стать лучшими в России и активно работать на мировом рынке. С новой стороны себя показали зеленодольцы на встрече с Фаридом Мухаммедшиным. Здесь обсуждали деловую активность села. На помощь придут кооперативы. Они объединят участников сразу нескольких программ. Кто готов поставлять индейку за рубеж и кто завалит Россию клубникой? Рамиль Шайдолин. А ягоды крупные. Уже во второй раз за год клубника в этой теплице вырастает почти до размера яблока, без каких-либо химикатов, вредителей и сорняков. Все благодаря труду 12 местных жителей. Каждый день у нас проводятся мероприятия в теплице. Мы выпалываем сорняк из лунок. Поэтому, хотя на улице и холода, здесь, конечно же, всегда тепло. Плюс постоянный капельный полив. Для этого прямо под корневищем скрыты специальные мини-лейки. Именно из-за них клубника всегда такая крепкая и свежая. 50 тысяч саженцев мы высадили.
На следующий год мы планируем увеличить в 3 раза количество высаживаемых саженцев. Через 3 года они хотят стать лучшими в Поволжье, через 5 уже в России. А вот Булат Зиганшин уже успешно работает в республике. Получив грант, он разводит индюков. Где-то рублей 170-180 выходит. Дороже должно быть. Следующая партия. Кузнецов. Подписано. Поздравляем. Селяне могут становиться еще успешнее. Пример — этот меморандум. По нему продукты из татарстанских грядок будут отправляться уже за границу. Это полностью экспортно ориентированный продукт. Мы своих клиентов подводим под нацпроект «Бренд России». Село является хранителем наших лучших традиций, обрядов, хранителем языка и культуры каждого народа. Задача, по мнению Фарида Мухаммедшина, сохранить село. Для этого нужно обсуждать проблемы и искать пути их решения. Отказали в кредите, непонятно по какой причине. Основная причина — новое дело, не понимают, как это будет работать. Есть предложение обратиться в единый центр кредитования. Это люди, которые показывают пример, как надо трудиться и системно организовывать бизнес. Но деловых людей немало. Найти их, предложить им участвовать в тех грантах и той помощи, которую республика оказывает. Вот эту задачу мы детально обсудили. Главный итог такой поддержки налицо. Больше половины всей сельхозпродукции в Татарстане производят фермеры. Дальше поиск путей улучшения их условий и перспектив. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Зеленодольский район. Сразу после совещания Фарид Мухаммедшин отправился на Зеленодольский судостроительный завод. Здесь он пообщался с рабочими. Их волнуют социальные вопросы, например, качество питьевой воды. Как планируют решать этот вопрос и какие еще назрели, узнавал Салават Мухаммадуллин. Теплая встреча перетекает в конструктивную беседу. В цеху предприятия те, кто ежедневно вносит свой личный вклад в обороноспособность страны. В этом году заводчане должны передать флоту еще 4 военных корабля. Но если с темпом их работ все по графику, то по остальным говорят вопросы. На что жалуются? Инженер Алексей Петров из тех, кто каждый день ходит от остановки Кооперативная до ЖД-платформы. Только с каждым днем делать это все сложнее. Она разбита сейчас. Там женщины ходят в высоких каблуках, как говорится, ломают. Ну, там уже все надо сделать. Новые тротуары. Посмотрим. Если у нас бюджет этого года, значит, более-менее будет третий-четвертый квартал идти, 3 миллиона денег надо. На один переход это, да? 3 миллиона денег надо. Но это подъемно, в принципе. Другая проблема – вода. Ни на заводе, ни в соседнем поселке Кабачище нет питьевой воды, а только техническая. У нас есть кулеры, у нас есть столовая. Так что... А в поселке живут так всю жизнь, кипятят эту воду. Тут и республика должна помочь. Ну да. Вы сами не решите эту задачу. Ни один завод не поднимет эти деньги. И бюджет города тоже не поднимет эти деньги. Может быть, к национальным проектам мы это дело как-то сможем подвязать. Спрашивают заводчане, что будет с полукамушками. Ремонт первой линии домов в микрорайоне завершат до декабря, говорит глава города. На месте остальных 16 домов могут появиться детские сады или кафе. Решать, что будет, жителям. Стоит что-то, согласование, может быть, после обсуждения с населением обговорить. Это может быть и детсад, и школа, и фонтан. Выбор за горожанами. Салават Мухаммадуллин, Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Зеленодольск. Как за 5 миллиардов 800 миллионов в республике спасут Волгу, леса и уберут свалки. Читайте об этом в интернет-газете «Реальное время». Капитальный ремонт жилых домов в Казани завершен на 3/4. Ход работ, запланированных на этот год, обсудили сегодня в мэрии. Как отметили, кое-где дело затормозили дожди. Из-за них при ремонте крыш в домах затопило более 40 квартир. И теперь приходится еще возмещать ущерб и устранять последствия. Когда ждать завершения и что нового придумали для будущего ремонта двухэтажек и домов объектов культурного наследия, узнал Дмитрий Аринин. А вот обратите внимание, наглядной картины: на небе солнечно, то есть дождя нет. А здесь с крыши 9-го этажа капает вода. И уже поставили не одно ведро. Потому что под керамзитом вода по всей крыше. Такая ситуация в 3-м доме на улице Сабан. Здесь в мае начали капремонт, вскрыли крышу, и в это время пошли дожди. Затопило 40 квартир. 14 раз протопило за 1,5 месяца. А смотреть, вот бардак показывает, мне неудобно. Жильцы верхних этажей, кого удалось застать дома, в гости сейчас не приглашают, а сами ходят смотреть на крышу, как там идут дела.
Из розеток все пошло. А из розеток пошло, да? Да. А потолки выдержали, да? Навесной потолок выдержали. У вас евроремонт был там, да, получается? Просто ремонт. Какой ущерб? Обои все, естественно, пожелтели, отошли. Потолки. На этой неделе уже полностью, да, будет? Завершать работу на крыше дома теперь будет новая подрядная организация. От прежней после оценки ущерба ждут компенсации. Похожей ситуации в доме на улице Зорге. Компенсация будет на основании оценки, которая будет независимо приниматься. И, соответственно, после того, как они примут, если достигнут, скажем, мирового соглашения с подрядчиками, то в мировом соглашении, если же нет, согласно решению суда. Всего в этом году в Казани предстоит капитально отремонтировать более 200 домов. На 3/4 объектов работы уже завершены. Крайний срок – ноябрь. Сегодня уже обсуждают программу будущего года. Подсчитали, что на дома, которые можно отнести к объектам культурного наследия, нужно больше денег. Средства, которые они накопили, их не хватает, поэтому нужно ремонтировать и в таком виде оставлять дома мы тоже не можем. Заставляет задуматься и капремонт 2- и 3-этажных домов. Чтобы окупить его, жильцам потребуется 60 лет. И тут, как говорят в исполкоме, возникает вопрос о экономической целесообразности ремонта. Снос переселения один из вариантов. Это нужно найти инвестора. У нас же в программе капитального ремонта есть еще средства бюджета Республики Татарстан со следующего года и муниципального образования. Вероятнее всего, вот это ключевые деньги бюджетные будут направляться на эти двухэтажки. В ближайшие 3 года в Казани планируют капитально отремонтировать более 600 домов. На это из разных источников потребуется около 6 миллиардов рублей. Дмитрий Айрин, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Больше сотни камер наблюдения за объектами. Все ведомства и службы в одном центре и решение внештатных ситуаций 24 часа в сутки. Сегодня журналистам показали, как работает новый оперативный центр мирового чемпионата WorldSkills. Это современное оборудование, колл-центр и 37 сотрудников различных ведомств. Здесь полицейские, спасатели, медики, транспортники и многие другие. Как они собираются сделать чемпионат самым удобным и безопасным, знает Сергей Хайдаров. Принимаем решения по координации транспорта. Этот центр можно смело назвать мозгом чемпионата. Он еще не стартовал, но здесь уже кипит работа. Полицейские, медики, энергетики, все службы и ведомства, задействованные в WorldSkills, собраны в одном месте. Кто-то мониторит происшествия, а кто-то следит, чтобы гостям было удобно добираться до объектов. Произойти, безусловно, может всякое. Могут быть и затруднения движения. Здесь же находятся наши коллеги из ГИБДД, которые, соответственно, оказывают нам содействие. Сейчас в этом центре работают 37 сотрудников, которые каждую минуту готовы отреагировать на аварийную или внештатную ситуацию, если она, конечно же, произойдет. Но быть на постоянной связи с объектами чемпионата и помогают камеры наблюдения, картинки с которых попадают прямо сюда, в центр. Так, к примеру, можно увидеть, что происходит на дорогах города, в Казань-Экспо, и даже посмотреть, как готовится площадка открытия чемпионата на Казань-арене. Находимся постоянно на связи через ВКС, через радиоэфир. Несколько раз в день наша команда обменивается всеми необходимыми данными. Кстати, на мировых чемпионатах WorldSkills таких центров еще не было. Зато для нашей республики эта система не новая. Впервые ее использовали еще на Универсиаде в 2014-м. Кажется, что сегодня здесь готовы ко всему. Внештатных ситуаций может быть много. Может отключиться электричество, может быть пробка, и конкурсанты могут опоздать. Дожди, да, которые помешали чему-то. То есть здесь очень больше, или холод. То есть нас погода тестирует в этом году просто со всех сторон. Главный тест для оперативного центра будет 16 августа. Его работу увидят и оценят международные эксперты и зарубежные организаторы чемпионата. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ Казань. Ради диалога через всю республику. Сегодня из Казани в города Татарстана выехал необычный автобус. Его пассажиры – молодежь. Обещают доехать до каждого. Проект называется «14×30». Здесь имеется в виду возраст тех, кому может быть интересна эта тема. Маршрут участников изучил Рамиль Галиуллин. Не просто средство передвижения, а настоящий арт-объект. Так, под диджейские биты в путешествии по республике собираются участники акции 14×30. Они молодые и энергичные. 15 ребят. Это активисты, музыканты, фотографы и дизайнеры. Среди них и Алина Сумочкина. Говорит, что едет в поездку ради нового опыта. Вообще интересно, конечно, самой побывать во всех районах. Во-первых, я не была в 45 районах нашей республики Татарстан. Очень интересно посмотреть на людей, на молодежь. И само общение вот это живое с молодежью, оно очень интересно для меня.
1000 километров и почти месяц в пути. Экипаж молодого министерства будет делать остановки во всех районах Татарстана. Главная цель – встреча в формате без галстуков с молодым активом республики. Уже сегодня участники акции посетят 3 района республики. Из Казани автобусы отправятся в Пестрецы, Арск и Большую Атню. Всего же за месяц участники посетят 44 города. Как сократить текучку молодых специалистов, выстроить диалог с органами власти и реализовать собственные проекты? Эти и другие вопросы можно решить лишь в формате открытого общения, уверен министр. Мы получим очередной срез того, что необходимо, какие программы необходимы, какие эффективные, какие неэффективные, что нам нужно изменить в нашей работе, какие приоритеты расставить, может быть, на последующий год. Мы планируем раскачивать молодежь в районах, то есть это автобус такой некий пати-бас, если мы его так между собой называем, потому что есть дневные дискуссии, конечно, что днем вечеринку устроить нельзя, но тем не менее есть и вечерние фестивали. Ожидается, что в акции примут участие более 10 тысяч человек. Молодежный десант вернется в Казань 6 сентября. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Ментимир Шамиев сегодня в Кремле встретился с новым генконсулом Казахстана в Казани. Жанболат Мурзалин приступил к своим обязанностям в июле. Государственный советник поздравил его с назначением. Раньше Жанболат Мурзалин работал советником посольства Казахстана в России. Говорили о сотрудничестве в сфере экономики, культуры, науки и образования. Ментимира Шамиева также заинтересовало полилингвальное обучение в Казахстане, где дети изучают сразу 3 языка – казахский, русский и английский. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Заклание священного животного и праздничная проповедь. Курбан-Байрам вновь собирает мусульман Казани. Если есть состояние, мы должны заколоть Курбан. Чем проливать кровь человека, лучше проливать кровь животного. Для чего в мечетях сурдопереводчики и сколько стоит в этом году священный баран? Об этом Алия Хайрудинова. Охота по жребию. Делается это для того, чтобы обеспечить честность и прозрачность этого мероприятия. Как распределяются разрешения на охоту копытных, расскажет Ленар Гинатуллин. Мусульмане всего мира отмечают Курбан-Байрам. С праздником татарстанцев поздравил Рустам Минниханов. Курбан-Байрам – это время духовного искупления, братского единения и благих свершений. Благородные устремления мусульман республики в полной мере соответствуют ритму, в котором живет наша многонациональная республика. Пусть Курбан-Байрам будет еще более величественным, щедрым и счастливым, пожелал всем президент. Тысячи мусульман накануне посетили мечети республики. Праздничный намаз продолжился традиционным жертвоприношением. Для заклания священного животного в Казани было оборудовано 16 мест. Сегодня 2-й день Курбан-Байрама. На подходе мяджлисы с угощениями. О смыслах и традициях Алия Хайрудинова. Священный азан созывает всех мусульман на праздничный намаз в тысячах мечетях республики, будь то маленькие в деревнях или соборные в городах. И в Галиевской мечети Казани зал полон, отсюда прямая трансляция праздника в каждый дом. В первых рядах президент Рустам Минниханов, руководство аппарата, члены правительства. Поздравления направил Владимир Путин. Россия мусульман. Отрадно и то, что мусульмане России хранят богатое культурное и духовное наследие своих предков, как зеницу ока, передавая их подрастающим поколению. Услышать праздничную проповедь в этот день впервые в республике смогли слабослышащие. В мечети Ярдем работали сурдопереводчики. Очень благодарны двум переводчикам. Да. В этом году я впервые на курсах уже дважды участвовал. Их обучаем основам религии. И вот эти наши сурдопереводчики, которые сегодня будут переводить, они как раз прошли эти курсы. В мечети Ярдем намаз читали даже во дворе. Сюда пришли 1500 человек. Жена встречать будет пирогами, каймаклар, блин. По традиции в Курбан-Байрам закалывают священное животное. Для удобства жертвоприношения в Казани оборудовано 16 будок для забоя. Одна из них расположилась на территории мечети Марджани. По канонам здесь нужно повязать платок. У прихожан есть возможность выбрать священное животное. Дальше его закалывают, разделывают, а мясо делят на 3 равные части. Примерно на это уходит 15-20 минут. Цена барашка 8-9 тысяч. Туристы из Кувейта покупают сразу 22. Форма игру. Мы заплатили Хазрату за 22 барана, чтобы деньги раздали нуждающимся. Мы отдали им все мясо, чтобы и его раздали бедным. Для обряда только в Казань завезли более 10 тысяч баранов. Стараемся уж раздавать часть мяса нуждающимся, также радовать своих соседей, вне зависимости от их религии и нации.
На исполнение обряда 3 дня. Курбан-байрам продлится до вторника включительно. Алия Хайрудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Старинные рукописи на современных зданиях. В Альметьевске уникальный проект по сохранению наследия. Сказки о золотых яблоках. Это 5-летняя программа развития общественных пространств города. Узнать тайны прошлого и заглянуть в дневник Шакирда прошлого века предлагает историк и профессор Амстердамского университета Альфред Бустанов. Филюза Хамидуллина побывала на исторической встрече. Текст, посвященный арабской грамматике, с комментариями, переводом на татарском языке. В руках у Альфреда Бустанова уникальная находка – рукописная тетрадь 1910 года. Нашел он ее в мечети Аксу-Альметьевска. Грамматика, стихи, записи с уроков – все здесь. Дневник одного из шакирдов даст возможность лучше узнать историю края уже в деталях, уверен историк. В них мы можем видеть тот предмет, набор предметов, который был интересен преподавателям и ученикам. Взаимодействие языков арабского, персидского, татарского, русского. О чем говорят такие татарские рукописи? Кто их создавал? Узнать это пришли сегодня альметьевцы. В рамках паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках» у них встреча с Альфредом Бустановым. Про находки рассказывали, про книги. И дело в том, что я в гараже, когда прибирался, нашел книгу 100-летней давности, и я не знал ее куда деть. И таких рукописей в Альметьевском крае сотни, уверен историк. В них уникальные детали, уверен исследователь. Татарские рукописи рассказывают нам о глубине татарской души, о ее гранях и взаимоотношениях между людьми. То, что писали когда-то в рукописях, теперь можно и увидеть, вернее, прочитать на стенах города. В рамках большого проекта «Сказки о золотых яблоках» 2 года назад начали рисовать эпос татарской культуры, основываясь и на рукописях. Это работа о старинном смысле денег, которое было распространено в волжско-булгарской цивилизации и также было продолжено во время Золотой Орды. На древних монетах писали «Котлы был сын, будь счастлив». Рисовать фрагменты общего культурного исторического наследия Татарстана продолжит и в этом году. Совсем скоро появится мурал просветителя Резы Фахриддина. Объемный 3D-граффити нарисует украинский уличный художник Дима Фатум. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Охота по жребию. Сегодня в Казани решали, кто имеет право застрелить кабана, а кому достанется косуля. Заявление на законную добычу диких животных подали больше 6 тысяч человек со всей республики. На кого выпал жребий, увидел Ленар Геннатуллин. Летний-осенний сезон охоты на диких животных открыт, но это не значит, что можно рваться в лес за добычей. Ежегодно специалисты из Комитета по биоресурсам республики рассчитывают количество копытных, которых можно будет отстреливать. В этом году это 26 лосей, 7 косуль и 66 кабанов. Раскручивайте барабан, раскручивайте. Желающих тысячи, а животных всего около сотни. Чтобы было по-честному, разрешение разыгрывают в формате жеребьевки. 3724. Это уже 4-й охотничий сезон для Романа. Везет ему практически каждый год. В прошлом году выиграл разрешение на кабана. В этом добыча будет крупнее. Лось на территории Мамадышского района. Но охотник признается, что сможет пойти не на каждого зверя. Я бы, наверное, не смог пойти на хозяина наших лесов, на медведя. Я бы на них не смог пойти. А почему? Уважение. Но сегодня в списке разрешений медведя нет. Зато в отличие от прошлого года в розыгрыше участвует 7 косуль. Это свидетельствует о том, что косуль у нас в республике много, насчитывается более 6,5 тысяч особей, то есть и позволяет разыгрывать в общедоступных охотничьих угодий. Пока только 7 особей, на будущее, думаю, будет больше. Не каждый охотник смог лично поприсутствовать на жеребьевке, ведь подали заявление около 7 тысяч человек. Поэтому Комитет по биоресурсам будет дублировать результаты на своем сайте. Если вы в этом списке найдете свою фамилию, то у вас есть ровно месяц, чтобы прийти, получить и оформить разрешение. Ленар Геннатуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Быстрее, дальше, точнее. На стрелковой арене города Тетюши в эти дни проходит 7-й этап Кубка России по стендовой стрельбе. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера РСФСР Султана Яруллина. Более 100 лучших стрелков со всей страны ведут борьбу за главный пьедестал. Как участники боролись против ветра и соперников. Алмаз Гафиятов. Дождливая погода им не помеха, а иногда даже на руку. Если в глаза светит солнце, трудно разобрать, где летит тарелка. При облачности, наоборот, снаряды видны лучше. Поэтому погоду на Тетюшском стрелковом стенде можно было назвать идеальной. Конкуренция как-то влияет, я не знаю, погодные условия влияют, еще что влияет. Сам настрой на соревнования. Этапы Кубка страны чаще всего проходят в крупных городах, но в последние годы Федерация стрельбы России старается расширить географию турнира. Вслед за Казанью в Верхнем Условном все чаще соревнования принимает Тетюшский район. Для участников соревнований стенд у нас легкий. Это впервые проводится в России соревнования. Параллельно стреляют трап и скит.
Мы их проведем за 3 дня. Благодаря правительству нашей республики у нас построены в том году 2 дополнительные площадки, что позволяет одновременно проводить соревнования в 2 упражнениях. Турнир завершится сегодня. Победителей и призеров ждут путевки на чемпионат мира по стендовой стрельбе, который стартует в финском городе Лахте уже на этой неделе. Алмаз Гафьятов, Тетюшский район. Куницу оправдали, а у белок пополнение. В Нижнекамском парке «Семья» новые обитатели. Из Казани приехали 10 белок, 5 мальчиков и 5 девочек. Пушистых завезли на замену пострадавшим. В мае местные жители забили тревогу, зверьки стали пропадать. Кто виноват в исчезновении пушистых и как пережили переезд новые обитатели, расскажет Салават Мухаммадуллин. Сидеть на месте они не привыкли, а потому рвутся из клетки. Хотя, по сути, эти белки были в пути. 3 часа, и они сменяют казанскую прописку на Нижнекамский парк «Семья». Но в первое время белки будут жить в вольере. Им нужно внимание и воспитание. Смена воды, уборка посуды, свежие орехи и подсолнухи. Просто all-inclusive. Мы очень рады и будем очень благодарны людям, которые будут приходить смотреть на них. Их кормить обязательно будут. И пусть радуются и взрослые, и дети. Пополнение в парке не случайно. Еще весной здесь начали гибнуть местные белки. В злодеяниях заподозрили куницу, но догадки не подтвердились. Оказалось, что в парке проводили дератизацию мышей. Ядом отравились и белки. Сегодня экоущерб возместили. Это еще больше усилит интерес к нашему парку «Семья», к общественному пространству. Вот уже есть первые посетители, это дети, которые радуются. Это, будем говорить, еще и образовательная функция определенная. Новых соседей сразу начали изучать и пушистые старожилы. Со знакомством пока проблем не возникло. Салават Мухаммадуллин, Лилия Егорова, Фахри Исламов, ТНВ, Нижнекамск. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. Увидимся в 21:30. Не переключайтесь. Здравствуйте! По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Татарстане станет теплее, осадки прекратятся. Более подробнее о погоде на 13 августа после небольшой информации. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2 167 166 или загляните на сайт danil-master.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность, дождь и 14 градусов тепла. На северо-востоке в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге до плюс 15. Тут пройдут небольшие дожди. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и плюс 16. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси без осадков, 17 градусов выше нуля. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Держаном малооблачно и теплее, чем в других районах республики. Тут плюс 19. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше местами небольшой дождь и 16 градусов тепла. В среду температуры станут выше, осадки прекратятся. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Цветоводы Казани приглашают всех на ярмарку цветов во Дворец химиков 13 и 14 августа. Приобрести посадочный материал и получить консультации специалистов вы сможете с 10 до 18 часов. О погоде в столице. В Казани будет малооблачно и сухо. Дневная температура 19 градусов. Ветер северо-западный порывистый. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.